надо нам понять. А вот как вы думаете, алкоголизм и наркомания – это болезни или это вредные человеческие привычки? Кто считает, что это болезнь? Поднимите руки, пожалуйста. Выше, 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 выше. Поработала мафия. А кто считает, что это дурные вредные привычки? Меньшинство. Так вот, запомните и всем расскажите. Миф о том, что алкоголизм и наркомания – болезни, это выдумки алкогольной и наркомафии и служащие ими врачам-наркологов. Никакие это не болезни. Это вредные привычки. Это бес, которого человек себе в уста запускает, а этот бес потом требует: корми меня алкоголем, табаком, наркотиками. И никакими врачами, никакими таблетками этого беса изгнать невозможно. Его из человека палкой надо выгонять, а из общества дубиной, то есть законом. Существует несколько изящных доказательств о том, что алкоголизм, наркомания, курение – это не болезни. Первое доказательство. Знаете ли вы хоть одну болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал дома семью, стукнул кулаком по столу и сказал: с этой минуты перестаю болеть? И перестал болеть. Ну, скажем, дизентерия, третий день, самый разгар, самый понос, а он семью собрал, кулаком: перестаю болеть. Наверное, на часок хватит, побежит болеть. А сколько же мы знаем случаев, когда собирал семью, кулаком по столу, ни грамма в рот, и всю жизнь трезвый жил. Второе доказательство. Представьте, на необитаемый остров я привезу 5 безнадежных больных. Больной раком – последняя стадия, туберкулез – последняя стадия, алкоголик – последняя стадия, наркоман – последняя стадия, курильщик уже легкими кашляет. Оставлю их на острове, ни одной таблетки, ни одного лекарства врача, только еду, и уплыву. Приплыву назад, вернусь через год. Что я увижу? Больной раком умер, больной туберкулезом умер, их не лечили. А алкоголик, наркоман, курильщик с вот такими красными мордами лица прыгают по берегу, увидали корабль и кричат: дури, дури-то привезли, совсем без дури тут с ума сходим. Но ведь ни один из них не умер. Более того, врачи их обследовали, выяснили, все в 1000 раз здоровее, чем когда их туда умирать привезли. Так что же это за болезнь такая? Возбудитель убрали, и все сразу выздоровели. У нас алкоголики, наркоманы совершают преступления. Совершают преступления, иногда тяжелые, тяжкие. Их за это иногда садят в тюрьму, и иногда надолго. И вот алкоголик, наркоман сидит в тюрьме 8 лет. Он в тюрьме 8 лет сидит живой. Он через 8 лет из тюрьмы выходит живой. А за эти 8 лет половина его собутыльников уже на кладбище. У нас удивительнейшая страна Россия. Смертность мужчин в возрасте от 30 до 50 лет в тюрьме в 4 раза меньше, чем на воле. Нет в тюрьме алкоголя, наркотиков, там нет этой проблемы сверхсмертности мужчин. А вы знаете, почему алкогольная мафия упорно вбивает миф о том, что алкоголизм и наркомания – это болезни? Да потому что для этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что это болезнь и что от нее можно вылечить. Иди, молодой человек, пей, что ты боишься? Вон свора наркологов тебя возьмет и вылечит. Иди, молодой человек, уколись, ну что ты боишься, стесняешься? Вся Москва завешена объявлениями. Лечу от наркомании, за 3 дня лечу от... Вылечат тебя. Вылечить-то невозможно, еще же ни одного человека не вылечили.